Музыканты, музыка, артисты, артисты. Если честно, то у меня большая проблема, наверное, с именами. Я очень плохо запоминаю имена. Я знаю лицо, я знаю, где я его видела, но я не помню имени. Музыканты. Со мной, когда говорят про музыку, Бурятии, у меня ассоциируется, естественно, с Читой Тогочиевых, потому что они приезжали в Индию как паломники, и они мне понравились как вообще артисты, то есть они достаточно масс-медиа такие продвинутые, да. А если учитывать Агинский Бурятский автономный округ, ну, мне нравятся песни вообще, наверное, не людей, которые неизвестные публике широко. Вчера я была в ресторане Селенга, и там официантка, девушка, официантка, она пела настолько шикарно. Я не слышала ни с одной сцены такие песни. Я не помню, как ее зовут, причем. Нет, у нее черные длинные волосы, такие ярко красит брови, у нее красные губы. Но она так поет протяжно, вот по-старинному бурятские песни. Вот, ресторан был полный вчера. И бурятов сидело, наверное, 4-5 человек. Да, и все просто настолько вдохновились пением этой девушки. То есть это не наша публика, но им настолько понравился ее голос и ее вот эта вот правильная подача песни, да, поэтому, я не знаю, мне кажется, у нас столько нераскрытых талантов. Плюс еще, естественно, у меня дядя Митуп Шагдаров, который мне нравится, да, то есть мне нравится, как он поет, но это оперное пение. Митуп Шагдаров, да. Я помню, когда у нас была вечеринка по поводу Сагалгана, я не помню в каком году, но выступал Кобзон, и после Кобзона пел Митуп Шагдаров. И насколько голос сильнее, да, у Митуп Шагдарова, вот прямо мне нравится, когда люди поют так, что у тебя волосы, мелкий пушок на спине встает дыбом. Вот насколько все это красиво. Потому что я могу под песню, наверное, и заплакать. Вообще под какое-то хорошее действие я могу стоять и реветь. То есть если меня обидели, или же даже если на улице я чувствую, что кого-то обидели, я могу встать и плакать. Точно так же и трогает меня фольклор. Насколько это... Если человек правильно подал, так в том-то и дело, что люди, которые у нас на эстраде выступают, уже за душу не берут. Редко. А вот которые в глубинке где-то протяжно воют, наверное, воют о своей судьбе, они настолько душевные.